Так, ребят, ну что, мы вышли по окуню. Взяли ящички, блесна, без мотылки. Попробуем тут попробовать на безмотовочку на окуне. Загарчик, ребята. А, вон утки нету. Но здесь, в принципе, петелька. Не, никого нету. Карась вроде даже живой. Были удары. Ой, живот даже порезала ему. И все. Живот даже поцарапало. Друзья, ну что, добрый вечер. В избушке уже темнеет. Вон на озере уже сумерки спускаются. В общем, что, немножко побурились по окуню. Ну, не нашли мы его вообще никак. В общем, там где-то, говорит, вроде ловили сегодня его в другом конце. В том конце тоже не клювало. Щука тоже стоит. Получается 3 сработки у нас. Что никак. Вчерашний вечерний, который завела, так и не достали. Вот щуку одну, 200 кило. И, в общем, днем еще сработочка была. Немножко вымотала. Ну, порез такой хороший по карасю. И все вроде. Вроде как так. Андрюха сейчас ходил, проверил туда вниз. Ну так, посмотрел. Вроде тоже тишина. Ну ничего, начинаем вечереть. Сегодня у нас ночевочка еще одна. Завтра будем домой выезжать. Ну а так. В общем, рыбалки тоже как будто не особо. Ну и в принципе, понятно это было. Но я, ребята, разведал это озеро, я побывал. Это самое главное. Мне интересно было здесь побывать, конечно. Вот. Ну все, в общем, сейчас поставим кушать, греться. Покушаем сейчас, посидим, что, побалдеем. Ну, не знаю, вечером будет что-то, не будет. Вот, в принципе, перед сумерками может быть еще сработки быть, а так только завтрашнее утро, по сути. Ну и все, наверное, на этом. Окуня, ну, часа 2, наверное, пробовали, никак все. Ну да ладно. Да. Короче, делаем ручку. На дверь. Нашли вот такой сук. Вот. Там на улице, ну, снутри нормально, а с улицы железная ручка. И когда руки сырые, на морозе заходишь, короче, не в кайф. Прилипают руки. Поэтому сделаем вот такую ручку новую. Короче, дернули, ребята, с избы где-то старый, Андрюха где-то гвоздей нашел. Сейчас вот пытаемся просверлить, чтобы она не лопнула, не разошлась. Молодец, Андрюха, слушай. Короче, приделаем, вам все покажем. Да. Давай, туши пока. Сейчас. Есть еще потолще вот эта штука. Сейчас другим ножом потом пройдем. Кстати, ребята, смотрите, Андрюха, оказывается, коллекционирует тажи вот такие маленькие раскладнички.
Смотрите, это 80-х годов, это Олимпиада, ребята. А здесь вообще германский нож дед делал. Вон еще, смотри, что достает. Вот еще один, ребята, смотрите, вот такой. Вот это вот любимая пика, она легкая, и за грибами ходить нормально. Нифига, это тоже какая-то, да, история своя? Советские, да? Да? С такой штучкой внутри повесил. Мне нравится, он маленький, легкий, он в кармане вообще, ну, меньше авторучки. Ну вот, ребята, вы говорите. Вот это на каждый день это ножи, блин. Вот человека болезнь, смотрите какая. И вот старый дедовский мой любимый. Вот. Не изменяет вообще никак. Да, тут за историю, ребят, ножей можно разговаривать бесконечно. Так, друзья, ну что у нас? Вечер добрый, как говорится. Чуть-чуть получается килограмм щуки, который у нас остался. Сегодня будет жареная щука, ребята. Самая фишка, ребята, это масло. О, сковородочка нагрелась. Просто, ребята, в боке со специями щука. Это ужин будет нормальный. Щука, ребята, жареная сегодня будет. С дымком, вкусная. Да, ну а что? Что-то мясо есть, ребята. Ну, сегодня уху сделали, голову отрезали от щуки. Ну, тушка лежит, как будто, ну, жалко, что-то не стало ее. Надо приготовить, думаю. В общем, на сливочном, ребята, масле очень вкусно получается, кстати, пробуйте. Но не забывайте добавлять растительное, потому что будет гореть. Ну все. Это у нас в районе 9 часов вечера, а у нас поздний ужин. Покушаем. Все, ребята, ужин готов. В общем, ребята, у нас ужин. Щука. Андрюха сегодня поймал щуку. Вот, в общем, здесь у нас салатики. Ну, хлебец, что туда-сюда. Ну, в общем, такая резко небольшая. Поздний ужин, ребята. Ну, вот мы сегодня по щуке попробуем.
Ну что, друзья, доброе утро. 7 утра, проснулись. На кордоне спокойно, тихо. Андрюха где-то лазит уже с 6 утра, мамку не ищет. Андрюха говорит, не могу я спать. А я вот именно вот в таких местах, ребята, высыпаюсь прям за глаза. Ну не знаю, что в палатке, что в избах. Я сплю прям изумительно. Свежий воздух, и в общем, мне очень все нравится. Так, ну, посмотрел по ближней дистанции, сработок нету. В общем, а то, что хотели, не вышло, в общем, ребята. Рыбалки тоже не получилось у нас. Как ни крути, жалицы простояли, но мимо. Одна щука. А по окуню, не знаю, надо ходить искать вот где-нибудь. Вот, я не знаю, вот там ребята вот отдыхали. Вот они поймали что-то, нет по окуню. Вот интересно вот. А так в целом, вчера вот пробовали, ну никак. Андрюха вот ищет тоже сейчас с утра. Ну сегодня выезд, ребята, домой. Погостили. Все понравилось, но надо будет. Надо и честь знать, как говорится, меру. Сегодня будем выезжать. Потихоньку буду сейчас собрать вещи и выйду собирать жерлиц потихонечку. Ну а потом дальше больше как-то будет. Будем выезжать к обеду, не знаю, как получится у нас. Плюс на связь мы не вышли, мы хотели позвонить другу Антону, который нас привез, чтобы как-то скориентировать время. В общем, мы даже не позвонили ни родным, ни близким. Связь мы не нашли. Ладно, ребят, что, как-то так, сейчас чай попью, умоюсь и схожу сниматься. Так, друзья, ну что, я немножко убрался, собрал вещи, немножко матрасы свернул, в общем, свои. Андрюха свои собрал тоже уже. Вот мусор приготовили. Ну, тут еще посуда там, еще, может, перекусим. Да, тут немножко подмел, порядок, короче, в общем, в избушке. Вот. Ну что, пойдем собирать жерлички. Наша доля маленькая. Все, погнали. Да, ребята, вот смотрите, утонули мы вот здесь. Под снегом вообще ничего не чувствуется. Бам. Вроде первый слой провалился, хоп, смотрю, с ногами ушел. Ну, быстренько выпрыгнул, блин. В общем, на озере, ребята, спокойно. Где-то ясно небо даже. Вот с этой стороны вот тучи идут опять. В общем, опять будет снег, наверное. Погода меняется вообще каждые 3 часа, блин. Ладно, ребятки, иду. Много воды, блин, вообще, конечно. Вот здесь бураночка. По нашим следам потом топтанули ребята. Ну, промерзло, хорошо. А так, шаг влево, шаг вправо, вообще по колено, блин. Ходить невозможно. Интересно. Флажок валяется. Ловочки нету. Полная вымотка, ребята. Туда, тут надо флажочки подклеить. О, есть щука, ребята. Вроде неплохая. Угу. Вроде неплохая идет, ребята. Давай, заходи. Ну, хорошая, ребята. Мамашка. Оба. Фу-ху. Трешечка, наверное, ребята. Да, ничего так. Аж флажок выбило. А села-то, ребята, за ус только. Села только на ус. Зацепилась. Есть щука, ребят. Голос аж пропал. Есть щучка, да? Значит. Просто как-то выходит она. По времени, что ли.
Ну, значит, не зря. Трешечка, ребята. Все, отлично. Трешечка, ребятки. Ну, сразу чувствовалась хорошая щука. Странно. Андрюха прошел. Не видел, что ли? Что здесь? Аж все вымыло. Огонь. И получается, ребята, самое последнее от избы. Вот предпоследнее. И вот уже Андрюха там рыбачит. Это, блин, это о чем-то говорит. Мне тоже Николай говорит, прямо возле избы ставь. Но это по сути, если все приезжают, так ставят. То, естественно, хороший крокодил, ребята. Это, наверное, будет самая крупная сезона. Прям сезона. Пока. В общем, ребята, вот такая торпедка. Трешечка, наверное. Таежная лопатка. Хорошая, ребята, щука. Да. Ну, сопротивлялась так спокойненько. Но трешечка здесь, да, есть. Хороша Машка. Ну вот, какой-то хоть, ребята, результат. Ну да, тут все равно надо, мне кажется, места знать. Ставить просто так, что смысла нет. Все равно есть точки. Это везде так. Где-то там она лучше, где-то хуже. Но факт в том, что вот самый край. Как-то так. А там возле избы, наверное, что там, все равно люди, наверное, приезжают. Кажется, там подразбито все равно. Ладно. Сматываемся. Не знаю, жерлицы еще, ребят, вчера опять замело. Может, где-то опять сработка, ну, просто вымотало. Бывает такое. Сейчас посмотрим. Приехал Николай, ребята. Ну вот, хозяин всего вот этого угодья. Вот что-то везет доски какие-то, смотрю. Ну, где-то надо что-то по какие-то подстройки опять у него. Пока вот снег, лед. Ну, на снегоходе перевозить вещи, это прям что ни на есть круто. Больше по-другому никак. По тайге это надо будет. И плюс река, преграда. А зимой вот так завози. А потом уже летние времена, тут весной можно строиться, что-то делать. Андрюха нашел окуня здесь. И получается, мы сейчас не знаем, что делать. Собираться нам или порыбалить. Одного сейчас поймал. Андрюха двух поймал. Ребята, смотрите, окунь какой попадается. Так мы возле лунки. О. Смотри, что делать. Жара пошла, пацаны. Я же чувствую, когда он играл, он за лед цепляется, он не играет даже. Не, дай покажу, смотри, какие моменты немножко. Видишь, лед мешает. Смотри. Вот эту леску вот так чистишь. Ебать. Я тебе говорю, иди за удочку, ты тут сидишь. Андрюха в шоке. О, Андрюха ловит. Красавчик. В общем, ребята, тут что-то порубачили. Я достал там щуку. Хотел забрать последнюю жерлицу. И, в общем, флажок загорелся. Утренний выход. И что делать, ребята? Уезжать, что ли? Да, ребят, вот я тут достал.
Я тут даже и не подходил. Ничего не вымотало вообще. И снег стоит, как будто катушка даже не крутилась. Ну, подождем чуть-чуть, Она холостая. Чуть-чуть постоим, подождем. Может на счет мотать. Да, щелкнуло. А вон щука, вон получается, Андрюх. Вот на эту достал. Ну, чуть подождали, ребята, мотает. Смотри, сегодня день какой. Рыба прям зашевелилась, братан. Погода хорошая, штиль, ветра нет. Ну это явно сказано что-то, потому что вчера, ну вообще ноль мы там ходили. Сегодня ты пошел, нашел. Щука, сразу же вон сработка здесь, в этом углу. Круто. Видишь, тоже как попадешь. Вот приезжаешь, да, на 2 дня, ну вообще в ноль. Вот на 3-й день собираться домой, а тут вот рыбалка пошла, блин. Ё-моё, блин. Мотает, ребята, мотает, хорошо. Что-то перестало. Запутал. Что это такое, братан? Идет, что ли? Багор. Багор. Да подожди, там почувствую. Ох, блядь. Багор, братан. Ребята, крокодил взял. Какой-то встал он. Что за хрень? Не могу. Все, встала. Какой-то завела, блин. Слушай, ну там такая Маша была. Какую-то завела, блин, смотри. Надо было сразу, значит, не башить. У тебя, кстати, в ящике отцеп есть. Ну это для мормышек это. А ты говоришь, не взял. Но все равно можно попробовать. Да, Болгорик. Нет, здесь ее нету. Ребята, какой-то монстр там. Ну, хорошая щука. Блин, и завела. 5 метров я протащил ее. Но она тут полностью-то не вымотала. Да, здесь, походу, такие дрова, блин, всякие. Что делать? Бурить? Проволоку какую-то надо. Леску как-то пробовать доставать. Тут еще непонятно, в какую сторону-то она уходит. Да, сейчас будем походу как-то доставать. Ладно, пойду на избу, ребята. Схожу, найду какую-то проволоку, попробую. Чтоб леску как-то ловить, что ли. Ну, попробуем достать. Ничего не нашел на избе. Придется какую-то ветку, что ли. Ветку вырубать. И как-то так пробовать. Да, надо, видишь, проволоку такую под изгибом как бы. Да. Нет, здесь она, значит, не идет. Хрен знает, Андрюха, рвать придется. Так разбурили, не получилось. Ах, жалко. Там бы висела хорошая. По ощущениям сразу кирпич просто. Это крупная щука так была. Но, увы. Много коряк. Вроде даже не размотала нифига, но та вот полностью размотала. И ничего не зацепился. А вот здесь вот куда-то попал. Да, сюда надо, если ехать, это надо будет делать петельку. Это раз. И возить с собой проволоку. Чтоб, если где-то разбуривать, как-то доставать. Но это тоже не факт. На мелководье, может быть, ну как там получилось бы такой вариант. А здесь хрен знает. Ну там, не знаю, где-то вообще не ветка, а просто жестко она зашла куда-то и все. Вот так вот, ребята. Жаль, смотрите, что творится. Охренеть. Да, я в шоке. Просто вмерзли, блин.
Мне кажется, если бы минус 20 бы было, не достали бы ничего. Не знаю, ребята, но мне кажется, это небезопасно. Лунка уже не 130, а уже 200, наверное. Жрет просто вода, лед. Вообще труба. Вот так вот. В этом углу на меликах. Просто выбиваю ножом, выколупываю. Ну, все залито. Жестко, блин. Там вот нормально, воды нету, а вот тут вот так вот, блин. Дрели. Дай хоть посмотрю, как это выглядит. Сейчас, ну. Слушай, ну да. Вот сюда головку. Головку, я не помню на какую, на 27, по-моему. Но, По ага. переходную. Головку ставишь, вот сюда еще дополнительный подшипник, чтобы в этот вал Ну. не болтался. И все, здесь переходную делаешь. Переходную, ну все И понятно. все, и она. И как раз эта головка подходит, просто шайбу там ставишь поменьше Ну. и ставишь вот эту. И вставляешь, она как раз в этот. Слушай, ну мне многие говорили, типа, ну, и с пилы делают, как будто этот. Да. Не надо покупать, как бы туда. Ну-ка давай покажи, как это работает. Вообще прекрасно. Отлично, слушай, отлично. А здесь натоптано, видишь? Здесь натоптано. Да, здесь натоптано. Ну да, отлично, слушай, по крайней мере, Да, особенно когда на Хариус уйдешь, много ходить надо. ну да, окунь хариус, да, надо бурить. Это понятно. Это смотри, хорошо, сел в одну лунку и ловишь. Ну да, слушай, понятно, ну отлично. Я просто вот еще раз говорил, слышал, а вот не видел. Первый раз просто вижу и огонь, что сказать. А так получается все разобрал и у тебя в пилах Да, функционирует. да. Ну, ты ее как бы, ну, не портишь, да, получается? Нет, просто две гаечки откручиваешь, Ну, я имею в виду, да. шину обратно ставишь и все. Все понятно. Отлично. Вот так вот, ребята. 300 километров. Деревенские мужики, оказывается, смотрят канал. Познакомился. Андрюха за рулем. В общем, рыбачат. Они местные здесь. Вот так вот. Ну, я снялся, ребята, все. Да, ребята, надо ремонт будет меня устраивать. Пока все выдавливал, флажки, блин, порвал, блин. Туда-сюда. В общем, надо будет ремонтик устроить. Ну ничего. Это нормально. Это без этого никак. Все равно потом просушиваю. Где-то что-то там подменять, там подменять. Все. На этом рыбалка, ребята, у нас закончилась. Чайку на дорожечку. Конечно, пригодится. Все, ребята, Николай приехал. Грузимся. Будем выезжать. Все, ребята, прощайся с озером. Было здорово. Чтобы не повыпадало. Хорошо, да. Красота. Пожил туда 2 денечка. Все. Ну, мы вернемся, надеюсь. Еще вернемся сюда. Ладно, полетели, ребята. Все в Старицах, ребята. Там какое-то тоже озеро есть, в общем. Вон эта штука не замерзшая. Мост сделан. Да. Озер тут очень много. Езди порыбачить. Вот и река получается. Вот река, ребята. Река Вычегда. Здесь, кстати, ребята, ни летом, ни зимой не рыбачил. Вот еще речка недалеко, которая неизведана мной.
Научил? Все, давай, Николай, спасибо. Я тоже не умею, блядь. Давай, на Виталик связи. умеет.